Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу «Мордовский блок новостей» или «Эхо Мордовии». Для нашей программы придумал девиз Петр Николаевич Тултаев: «Пока мы будем безучастными, мало что изменится». Новости из жизни Мордовии за март 2019 года прокомментируют два уважаемых гостя наших. Ирина Владимировна Абдрашитова, кандидат философских наук, поэт, художник, преподаватель. И Виктор Владимирович Тетерин, кандидат исторических наук, поэт, драматург, банковский юрист. Первая новость тяжелая, сразу говорю. 3 факта у нас, говорящие о том, что наше общество погрязло в насилии. В ночь на 26 марта на свет техстроя собаки набросились на мужчину около школы 41, искусали его, порвали одежду, он искусственно обратился в полицию. 5 марта в Саранской школе номер 17 несколько девочек из 7 класса унизили и избили одноклассницу, сняли на телефон свою экзекуцию. Мать пострадавшей вечером обратилась в полицию. В тот же день, 5 марта, в Зубополянском районе в колониях в штрафном изоляторе 8 заключенных вскрыли себе животы зубной щеткой, а еще через 10 дней, 20 марта, еще около 10 человек штырями, гвоздями, проволокой себе животы в знак протеста, что их не госпитализировали, у них началась гангрена. Вот такие у нас ужасы. Почему это все происходит? И вот люди все-таки пытаются сопротивляться. Правильно ли они делают, как вы считаете? Владимир, ты как-то все в одну кучу собрал, мне кажется, и собак, и заключенных, и... тема насилия, да, поэтому да. эти новости все вместе. А вообще то, все что мама обратилась в полицию, это же не сопротивление, а последняя надежда, наверное, чтобы девочки помогли как-то. А в чем они могут помочь? Ни в чем. Здесь унижение, моральное унижение. До осознания обидчиков должно еще дойти, что они неправильно поступили. Подростки, они делают все неосознанно, особенно такие вещи, связанные с насилием. Именно они должны понять, что это нехорошо. А девочка, та, которая унижена, она и так уже поняла, что ей плохо. Вот единственный шанс у них обратиться в полицию. Больше у них никаких шансов школьный того, чтобы психолог. Он мама. мог предотвратить, школьный психолог, вот такую ситуацию, да? Не предотвратить, а уже последствиями работать. А почему это происходит? Всегда это происходит. И показательно то, что школы достаточно хорошие, да, и даже в такой школе, где хорошие учителя, везде хорошие учителя, даже там происходит такое, даже там не могут уследить за таким. Всегда это такое было. И нужно работать с последствиями уже и детям говорить, объяснять, что такое достоинство, как защитить свое достоинство, когда такое случается. А такое может случиться с любым человеком. Не со слабым, не с сильным, а с тем человеком, который просто попал в эту ситуацию. От качества человека не зависит. Но в целом, если вопрос брать, так как общество погрязло в насилии у нас как раз в марте 2019 года, но оно погрязло в насилии давным-давно, мне кажется, еще в 30-е годы, в сталинские репрессии, с тех пор оно из этого насилия не выбирается, по большому счету. А как выбраться из него? Это просто способ решения проблем на стороне насилия, мне кажется. Как выбраться из него? И вот все эти примеры, не знаю, животные, они, я думаю, все-таки не относятся к этой теме, а животные, у них инстинкты. Как выбраться из него? Из насилия-то как выбраться? Из насилия выбраться как? Только строя правовое государство. Как? Неотвратимость наказания для тех, кто совершает насилие в первую очередь. А то, что здесь еще собаки в твоих новостях, ты предполагаешь, это нечто мистическое, может быть, что вот именно в марте произошло, и там, и там, и там, просто и у них собаки начался даже. гон. Нет? И Нет. мужчина оказался не в то время, не в том месте. Неважно, кто кого, я думаю. И другой вопрос, что они расплодились. Потому что некоторые как собаки набрасываются. Не регулирует численность бродячих животных. Твоей собаки, да? Да, метафора. По поводу правового государства мы еще попозже вернемся. Вот следующая новость у нас 4 марта. Петр Николаевич Тултаев, глава Саранска, на оперативном совещании сделал замечание своим подчиненным, что они не посещают постановки в театрах. И сказал, что вы так совсем зачерствеете, и срочно в ближайшее время
идите в театр и организуйте поход для всех муниципальных служащих. А в декабре он еще обязывал своих подчиненных посещать художественные выставки. Вот вы как оба относитесь к обязаловке такой? К обязаловке или к чиновникам, которые не посещают выставки? К обязаловке по отношению к чиновникам, которые не ходят ни на выставки, ни в театры. Они, скорее всего, ходят, просто не в Саранске, а где-нибудь в Европе, в Москве, в Саранске. Нужно их железной рукой Субботник. загонять в театры, в музеи, я считаю. Потому что иначе большинство из них по доброй воле сами никогда туда не попадут. А так, может быть, их как вот детей в школе, знаете, может быть, Как дети. кого-то это коснется, кого-то изменит в лучшую сторону. То есть Виктор Владимирович считает, То что есть- взрослых людей нужно принуждать повышать Абсолютно. свою В этом культурную... случае все эти разумные добрые вещи, как говорится, нужно обязательно. Именно среди чиновников, потому что они общаются с народом, с людьми, как говорится, работают, являются слугами народа и должны культивировать в себе эти качества, которые воспитывает культура. Это насилие называется. Самое лучшее. По отношению... Это не насилие, Нет. это называется культурная политика. Ну, вот и причем большинство тех, кто комментировали эту новость, поддерживают вот это Петра Николаевича Толтаева в этом Ну, отношении. я тоже поддерживаю. Да. Побольше бы нам таких руководителей, я бы сказал. Но вообще... Не по кабакам ходить чиновникам после работы, Но это вмешательство в личную... а по... Но это ведь вмешательство в культурному личную заведению. жизнь человека. Когда человек вечером, в свободное время, в неоплачиваемое, должен идти туда. Не, ну его же Куда ему- каждый день заставляют это делать. Ну, по зову души они не хотят. Вот если человек не хочет, Интересно. имеет ли право руководитель обязывать... Ну, я не думаю, что его уволят, если он не пойдет в театр или в музей. А, так сказать, порекомендовать ему туда сходить, почему бы и нет. Ну да, скорее всего, это рекомендация. Вряд ли он кого-то действительно уволит. Добавить нечего, да? Дальше переходим к следующей новости. Вот у нас такое, я, как сказать, продвигаю такую идею, которая, мне кажется, правильной, что если во всех федерациях нужно уважать культуры и государственные языки регионов, которые входят в федерацию, так же, как в Евросоюзе. Страны, входящие в Евросоюз, обязательно есть в них изучение государственных языков. Там Латвия, Румыния и так далее. Хотя есть и государственные языки Европейского Союза. Также и в России регионы, национальные республики должны иметь право обязательно заставлять население изучать свой государственный язык. Если населению не нравится, они уезжают из этого региона. Но это право должно сохраняться, иначе мы обидим Это регион. вопрос или лекция? А вот Я не пойму. дальше нет. Холодно Не, очень. говори, нас- говори, хорошо. А дальше, если какая часть населения не нравится такая, они уезжают. Но если мы, как в прошлом году, у нас отменили обязательное изучение национальных языков в регионах Татарстан, Мордовия, другие национальные республики, это в перспективе, мне кажется, приведет к тому, что элиты регионов обижаются, и это приведет к нарушению принципа федеративности, а значит к разрушению федерации. Но информационный повод такой. 27 февраля на сессии Госсобрания внесли изменения в закон о государственных языках Республики Мордовия и расширили право пользования макшанским и рязанским языками не только на заседаниях Госсобрания, но и на всех мероприятиях органов государственной власти и местного самоуправления. Вот такие как бы мелкие попытки все-таки поддержать национальные языки на фоне того, что запретили обязательно обучать население Мордовии мордовским языкам. Как вы относитесь вообще к тому, стоит ли национальные языки поддерживать как птицы из Красной книги, или пусть они, не надо их Умирают. обязательно заставлять изучать? Сложный вопрос. Я не мог его Язык по-простому часть сформулировать. культуры и должен быть изучен. Обязательно или Обязательно. обязательно? Обязательно. И вообще человеку полезно много языков знать. Ирзианский, макшанский, английский, немецкий, французский, эстонский. Чем больше, тем лучше. Но не если всем, я бы обязательно- сказал. А если обязательно будут Не знать все это в и состоянии заставлять, изучить. почему бы нет? Хорошо. Нет, Я я не согласен. знаю, я считаю, что вот носителям языка, так сказать, для кого он является родным, им, конечно, его нужно изучать в школе. Но когда, не знаю,
русское население, для которого этот язык не является родным, в обязательном порядке заставляет учить его. Язык, который, по сути дела, ну, если реально говорить, потом в жизни не будет использоваться. Что Я не значит знаю, какой в этом обязательно? смысл. То есть Ну, обязательно предметы были предметы для всех обязательно? школьников, да, изучать мордовский язык, ну, хорошо. насколько я знаю. Английский же тоже твой не родной, это же обязательно. Да, но английский это, как говорится, язык международного общения и У нас же Ну, не более унитар... у распространен, нас же скажем так, федерация, чем не унитарное государство. мордовский. У нас русский язык Вообще имеет столько же федерация. прав, сколько язык национальной Я автономии. абсолютно не спорю. Нет, а сейчас То поставили, есть что... это должно добровольно происходить. То есть обучение русскому языку должно быть добровольным? Нет, Или не русскому, а национальным языком. Так у нас федерация, у нас национальный язык должен изучаться так же, как и язык общефедеральный. А иначе нарушается принцип федерализма. Почему Ну. тогда мы добровольно не изучаем русский язык? Почему? А что значит добровольно? Дети не знают, что Русский изучать, язык, что им нужно, что у нас не нужно. страна называется Российская Федерация, да? Федерация. Русский язык это язык межнационального общения. Это федеральный язык, а Вот. есть языки Я не знаю, субъектов, входящих что в федерацию. за выражение федеральный язык, да, и субъект входящих. Может быть, я говорю, что просто как сформулировать. Тут не должно быть обязаловки именно. Ну, на мой взгляд, по крайней мере. есть Потому что обязывать- это вызывает только ненависть у многих людей, что изучать не родной То есть язык. обязывать который им не изучению нужен. русского языка не нужно, потому что это обязаловка. Русского языка. Если человек захочет говорить, он сам будет изучать на факультативе. В общем, Ну, проблематику мы это осветили, разные а зрители вещи, пусть разные, думают и размышляют. Следующая новость. 18 марта был опубликован архитектурный проект будущего одноименного кирпичного храма имени, или как сказать, святого праведного Иоанна Кронштадтского в Саранске на Светтехстрое. И вопрос такой у меня к вам. Как вы считаете, когда мы возводим конфессиональные объекты, а у нас, кстати, машины ездят, они будут мешать нашим зрителям. Ну ладно, зато... Вот когда возводим церкви и другие конфессиональные объекты, как вы считаете, нужно ли согласовывать их возведение с окружающими жильцами, чтобы не нарушить конфессиональный мир в обществе? Ну, прям подводишь к ответу, который тебе хочется услышать. Правильно. Ты его раскусила. Манипуляция такая. Ну, Да нет, я... не нужно, тем не менее. Не нужно. Не нужно Они не согласовывать. профессионалы. Жители, которые там живут. То есть всё это строят. решили построить... Ну кто Ну, решили? Не ж просто же чиновники решили, архитекторы. Вот, допустим, мечеть захотят построить. Необходимость. Нужно ли согласовывать возведение мечети, допустим, где-нибудь Нет, около Советской я площади считаю, что построить нужно большую мечеть? согласовывать Нужно? с жителями именно района. Ну, насколько я знаю, это и делается в какой-то форме общественных слушаний. Там, может быть, это формально, конечно, происходит, но что-то такое делается. То есть нужно согласовывать, несмотря на то, что они, может быть, совсем не разбираются ни в архитектуре, ни в Ну, конфессиях. Для ни... кого это вообще делается? А Это же каким образом делается для людей, согласовывать? в конце концов, Бумажки правильно? подписывать какие-то. Для тех, кто будет опрашивать. ходить в Не эту знаю. церковь. Если вокруг 5 церквей, зачем делать 6-ю, правильно? Втыкать Слушания, еще. может быть, какие-то слушания, собирают большие актовые залы людей, проживающих в этом Надо регионе. строить там, где имеется в них, не знаю, потребность какая-то. Ну, пусть лучше А, очередная церковь, чем очередной ну, торговый нет, центр. может быть, у всех, говорю, разное мнение. Вот в том-то и дело, что это нужно слушать согласен. мнение Ну, я населения. Скажи, Мне, скажи кажется, свою точку зрения. мне, конечно, кажется, что торговый центр намного больше пользы приносит Какой? обществу, чем... Ну, даже по посещаемости это видно. Ладно, не оскорбляй Я- религиозные а я не чувства. оставлю, я не против. Если нужно церковь, ради, так сказать, Ну что построить. значит нужно? Вот, Почему то есть ты пользу согласен с измеряешь? нами, да? Но лично мне кажется, что торговый центр, он больше приносит пользу обществу. Потому что это же людей голодных он кормит. Людей, у кого сантехники нет, вода протекает, затекает вся в воде, просыпаются. У них есть сантехника. У кого нет мебели, кто спит на полу, там, Не, ну, У них они ну бывают- так можно с чем есть угодно сравнить. супермаркет огромный. Завод новый тоже больше Польза пользы для приносит, условно говоря. На нем можно что-то изготовить, да? Это же разные вещи все-таки. Одно другому не мешает, в конце концов. Понятие пользы для общества, что ты вкладываешь? Еду? Удовлетворение потребностей Еду, общества. одежду. Необходимые потребности, да? Там и медикаменты Естественно. могут быть, и все что угодно.
А церковь удовлетворяет Для кого-то потребности церковь интеллектуальные необходима такие, является. эмоциональные, психологические и духовные, ценностные, культурные. Ну, наверное, действительно надо по численности людей проверять. Кому больше людей помогло, там кто-то больше Как ты оказывает будешь пользу выборку обществу. проводить, кому помогло, кому нет? Кто знает. Может, тебе даже поможет эта церковь. Согласен. Они- Спорный вопрос. На Должны светлой возводиться седмице все мы объекты. не Чем больше, будем тем лучше. Чем больше такие церквей, дебри уходить. мечетей и супермаркетов, и музеев, и так далее. Надо город расширять, чтобы можно было людей... Вот говорят, у нас музеев мало в городе. Вы согласны с этим? Кто говорит? Многие люди говорят. Недавно интервью брал. какой музей Владимир тебе Кузьмич бы Абрамов хотелось говорит. Мне лично видеть? хотелось музей памяти жертв политических репрессий. Потом городская администрация. Давно хотели там музей города. На фонтанном спуске здания исторические тоже, наверное, каждый надо превратить в музей. Здание прокуратуры, вот, чтобы не сносить, тоже надо музей какой-то сделать. Музей В общем, НКВД. весь А, вот центр там как раз. города должен быть музейный. Это же все, это и Махаев Виктор Борисович говорит, что это все Нет, должно быть для Я жильцов. тоже согласен. Не Чем больше бюрократии. музеев, тем лучше. Бюрократия Повышается нужна, туристический но она не потенциал. обязательно нужно находиться на центральных площадях. Ну, кстати, бюрократия тоже болезнь общества. Вот на следующее, как у нас относятся к больницам. Следующая новость. 18 марта около 100 жителей Старошаговского района, мне самому даже уже холодно. Скоро в Немлёвских увезут как раз в больницу. На митинг произошел в Старошаговском районе, и люди вышли против оптимизации в больнице. Там уже около 10 ставок сократили, это сказал главврач. И жильцы осуждали, потому что сократили и людей. И кроме того, жильцы жаловались, что нет автобусного сообщения между Старым Шагово и Саранском. Жители, да. Да. Поддерживаете ли вы митингующих и их праведный гнев? И как Конечно, относитесь к оптимизации? конечно. Ну, народу становится меньше в селах и деревнях. То есть ты за оптимизацию? То есть можно понять, Нужно здесь работать не с тем, чтобы сокращать сотрудников, а с тем, чтобы увеличивать численность населения. Политика на это должна быть направлена, а не на сокращение численности. Это же, наверное, Сбережение связано народа. друг с другом. наверное, никто не поедет в Старошайго или А вот в нужно село, так к все, чтобы сожалению. поехали. Да. Вот торговые центры там построить, церковь, еще Завод. Музей памяти жертв. Нет, я тоже против оптимизации и Ну, правда, ведь люди уезжают, демография уменьшается, и количество ставок становится избыточным, тоже вот можно понять. ну, не знаю. Видишь, У нас как я сейчас во все- поддерживаю генеральную линию. Утюги трубят, что нацпроект здоровья, на него будет затрачено триллионы рублей в ближайшее время. Как-то это не вяжется, мне кажется, вот с этими новостями, с закрытием больниц. С Шайгами, где все-таки не маленькое село, в конце концов. И там, мне кажется, достаточное количество пациентов для него было бы. В общем, я считаю, что в данном случае конкретном это был неправильный шаг закрытия больницы. Нас надо... Все очень нужно Не закрытие, а оптимизация. выверять. Да? Ну, Сотрудников. по сути дела, это Кошмар. одно и то же. Закрыли половину отделений и отчитались о том, что мы сэкономили какое-то количество денег. А это касается непосредственно каждого жителя, каждого Будем считать, что Виктор Владимирович частично жителя нашей выступил на страны, этом митинге. конкретно поддержав. Старошаговского района. Вот смотрите, что у нас с экологией происходит. Несколько цифр. Значит, две международные организации, в том числе Greenpeace, опубликовали информацию о загрязненности воздуха. У нас средняя годовая нормальная, но было несколько месяцев, где было превышение по загрязненности, в том числе в декабре, когда Мордовцемент выбросил 2 тонны цементной пыли над Мордовией. Дальше. Вода. По содержанию железа, фтора и никеля в 1,5-2 раза выше нормы, йод, наоборот, недостаток. В ближайшие годы у нас построят мусоросортировочный завод, мусороперегрузочные станции, современные полигоны для мусора. И Владимир Ильич Волков сказал, что когда мы организуем систему окончательно раздельного сбора мусора, я вам обещаю, и то, что он обещает, он и в послании Федеральному собранию, и перед жильцами он сказал, вот как у меня много новостей, он пообещал жителям, что сейчас мы наладим нормальный сбор
мусора и активно примемся с вами и уберем все, что мы за все эти годы и десятилетия набезобразничали в наших окружающих лесах, придорожных посадках. Видите, вот у нас оптимистичный глава республики. Верите ли вы в то, что сможет наладиться система сбора мусора, очистятся все леса, и как нам улучшать вот воздух и воду? Обещали построить завод? Построить, да. Построить? Сортировочный, да. Обещают построить? Ну, когда Да. построят, да, уберут. А сейчас что толку убирать? Нет такого завода? Это Наверное, больная пока тема нету. для меня. Да. Я сам составлял петиции под запреты полиэтиленовых Когда? пакетов в Когда? России 2 Молодец. года назад. 15 тысяч человек подписали на сегодня. 15 и продолжают тысяч человек. подписывать ее. Да, Молодец какой, да? на change.org она висит. Молодец. И, то есть, То есть глава республики меня эта тема прислушивается. волнует, по крайней мере. Я считаю, что это очень правильно, очень актуально сейчас заняться большой уборкой в стране, скажем так, в частности в Мордовии, построить мусороперерабатывающие заводы. Леса И сейчас я в только бутылках. буду рад, если все это Это произойдет. да. Останавливаешься везде, вот эти пакеты, бутылки. Что можно, что их конечно, сейчас убирать? патетически Куда? Складывать писать. около деревень. Вот завод построить. Да. Ну, Потому даже что- сейчас уже надо убирать на полигоны, туда, Куда где убирать? есть. Ну, нет, ну есть же свалки в конце А концов. куда? Сжигать Свалка нельзя ни в около коем твоего случае, дома, это давай туда опасно. уберем. Не, почему около моего А дома? около- Есть определенные около полигоны. чего? Есть Полигон между тоже около Саранском и чего-то Рузаевкой. дома. Пока есть, их в частности, отвозят в полигон, другие допустим. регионы. Пока отвозят из Мордовии в другие регионы. Сейчас вот ремонтница расставила, по крайней мере, в большинстве дворов Саранска вот эти контейнеры для И даже раздельного по сбора Мордовии мусора. мы на первом месте в России. Благодаря вот Да. Бегессе, Светлане, Молодец. которая руководит. И она нас подняла. И, ну, теперь остается вопрос во многом повышения экологической культуры конкретно жителей нашего города и региона в том числе. Ну и, естественно, то, что собрано, должно как-то перерабатываться. Мы же, в конце концов, тут не надо изобретать велосипед в Европе, все это уже давно придумано, отстроено, система, все давно функционирует как надо. Надо просто вложить в это деньги, Почему взять у них завод- технологии, все будет отлично, я уверен. Почему Если этим завод заняться по-серьезному. Выбросил 2 тонны цемента в атмосферу? Да, его штрафовали. Он Кошмар. получал бешеный штраф 60 тысяч рублей. Да, Вот. И ужас какой. И- Вот хорошо, что ты эту новость озвучиваешь. да, причем несколько уже месяцев мы озвучиваем, и уже Ну, это то, чем мы прокуратура дышим. осудила. И если у нас Нет, есть... раньше бы этого даже никто не заметил, я думаю. Да. Но Сейчас было даже еще оштрафовали. было еще 2 месяца, Уже по прогресс. которым тоже было превышение, но мы не знаем из-за чего. Видимо, с Мордовцементом увидели, что весь снег в Комсомольском покрыт серой пылью, а в остальных месяцах не увидели. Вдохнули, люди отравились, а виновных не нашли. Но мы сделаем совет, в том числе вот Ирина Владимировна тоже, наверное, поддержит, что стоит брать пример с Виктора Владимировича, у наших уважаемых телезрителей. Человек написал петицию, 15 тысяч собралось, и, может быть, будем считать, и без вас бы это решилось. а этот но вопрос чуть-чуть сейчас- ты повлиял на... Он рано или власть, поздно будет на решен, общество. как и в большинстве. Во многих странах Запада уже запрещены эти пакеты полиэтиленовые. И рано или поздно это произойдет в России. Я просто уверен в этом. Вот. Я лично большое спасибо тебе говорю за Спасибо. гражданскую деятельность. Пожалуйста. И последний блок новостей после такой пафосной минуты. Это международный блок, в котором мы берем пример для нашей холодной Мордовии. Очень холодный сегодня, по крайней мере. Сегодня, Чтобы- то есть 29 апреля 2019 года происходит эта историческая запись. Вчера был снег, поэтому приглашаем всех в нашу солнечную Мордовию. Значит, 30 марта на выборах президента Словакии во втором туре победила Зузана Чапутова, женщина, юридическое образование, правозащитница, адвокат, бывший основатель социал-либеральной партии. Как вы оба относитесь к тому, что в ближайшем будущем главой республики будет избрана жителями Мордовии прекрасная женщина? Это ты точно знаешь? Я верю в это, что общество наше должно к этому прийти и сделать этот шаг, как во многих европейских Женщина, в странах первую мира. очередь, спросить, мне кажется. Как вы считаете, Ирина Владимировна? Я только за. Поддержите Сразу это? скажу. Я в женщин не верю. Хиллари Клинтон, президент Грузии, женщина, вот Ангела Словакии, Меркель, Германии, канцлер Германии. в Америке веришь, почти стала Нет, президентом. нет. Но если смотреть
сериал «Игру престолов». Там побеждают женщины. Ну, посмотрим, чем дело закончится. Но женщины все свое То есть нет такого феминизма, да? В общем, это не панацея, да? К сожалению, скорее, если так будет. Нет, Не я знаю, только за. женщинам Я хочется считаю, любви, а не власти. ой, когда у нас страной правили женщины, в основном было все более-менее нормально. Так. Женщина, она по природе своей не склонна к насилию, как мужчина. А для России это очень актуально, мне кажется. Нужно немного изменить наши национальные привычки, характер в плане склонности к насилию. А вот у Если нас, бы президент была женщина, я думаю, это бы могло повлиять. ну вот режиссер Александр Сакуров, он тоже вот он говорит, что такие от холода даже забыл его мысли. Ну, в смысле, он тоже не сторонник. А вот у нас глава, председатель Совета Федерации, как зовут? Матвиенко. Матвиенко. Вот она, когда мы захотели Крым себе украсть, она стала говорить, что там в Крыму убивают людей. Сейчас масса. А потом, оказалось, ни одного не убили. То есть она говорила, что там надо спасать, там уже кромешные кровавые побоища, а оказалось ни одного То убитого. есть это ты в противоход мне так сказал, да? Я говорю, надо действительно, надо взвешенно, не нужно говорить, что женщина во власти это всегда там источник Я считаю. искренности и доброты и миротворчества. Эмоционально женщина. И нужно Но если слово бы она каждое была взвешивать. президентом, может быть, она по-другому бы сказала, я не знаю. Сложно. Она вряд ли. И следующая новость. 31 марта федеральный судья США в Аляске Шерон Глисон, тоже женщина, скажем так, сексистки, она признала, тоже совершила Волнует прекрасный тебя поступок. вопрос. А? Да, да. Двойной удар. Она признала незаконным указ Дональда Трампа об отмене запрета бурения скважин на нефтегазоносных участках шельфа в Арктике и Атлантическом океане. Первый вопрос. То есть Как она как бы запретила бурение. Да, она говорит в судебном решении, что Трамп такой-сякой превысил свои полномочия. Как вы относитесь к тому, что в ближайшем будущем и в Мордовии появилась вот такая бесстрашная судебная независимость, которая не боялась бы никого среди руководителей, в том числе республики, города, вот так вот считать, что он превысил свои полномочия, он нарушил закон. Вот когда-то у нас будет такая судебная независимость, как вы считаете, в Мордовии? И стоит ли нам вот такой институт себе? Нет, у нас, я думаю, сейчас любой судья может отменить какой-нибудь указ Трампа. С этим проблем не возникнет. Мы сейчас Ну, можем выйти на высказать площадь и недовольство, сказать да. против Трампа. Да. А если серьезно, то ну, там же совсем другая система. Демократия по-другому устроена, да, в Америке. Как бы 200 лет демократии, что тут говорить. Там все уже давно отстроено, выстроено, я не знаю. И даже такие, скажем так, неординарные личности, как Трамп, попадая на такой большой пост, не могут узурпировать власть, по сути дела, потому что они ограничены в своих полномочиях другими ветвями власти. Абсолютно. И все его, так сказать, неординарные проекты тонут в Конгрессе, где он не имеет большинства, в том числе. Ну бог с ними, а у нас И что? ограниченные А у нас почему Конституция нет Америки. судебной независимости и как нам ее установить? Ты нас спрашиваешь? Это у него риторический вопрос. Кто-то же мне должен кажется. ответить на этот вопрос. Ну, Я не начнем знаю, с того, почему. что указ о назначении каждого судьи в нашей стране, да, подписывает президент России. Это уже о чем-то говорит. Понятно, что есть отбор там и так далее, но конечное слово всегда остается за президентом России, потому что он подписывает указ, которым назначает конкретного человека на должность судьи, вплоть до мирового судьи. Но он так подписывает, потому что общество России и Ну, Мордовии это устраивает уже- это. Я хочу сказать, психологически воспитывает человек, который назначен на должность судьи, какое-то почтение к исполнительному органу власти, конкретно президенту Российской Ну, Федерации. значит, общество Мордовии устраивает такая ситуация. А при чем тут общество Мордовии? Это Но власть у нас не зависит, зависит от от общества Мордовии. Ну, косвенно Процесс она назначения зависит от судей в общества. России. Ну, президент же и страны, и все, кто помогают ему утверждать судью, они же, во-первых, они общество, а во-вторых, они слышат голос общества, если это недовольство было бы. А почему? Ведь нет недовольства, значит, общество России устраивает такая судебная зависимость полная. Нет? Тебя устраивает? Меня не устраивает, ну, поэтому я и говорю. Общество А России большинство очень устраивает. А ты сейчас неоднородно. озвучиваешь, что не устраивает или устраивает? Меня не,
Не устраивает, что устраивает. общество устраивает. Да, но это Вы запутались факт. уже. Я не могу Нет. сам себя обманывать, что общество против, общество за честный суд. А за- тебя устраивает? То, Я что об этом его не думала. устраивает. Я пока это не касался, я пока об этом не думала. А вам кажется, что общество пытается что-то сделать, чтобы сделать суд более независимым от власти, да? То есть я заблуждаюсь сам тут. Я считаю, что нельзя сказать о полной зависимости судебной власти от исполнительной на стране. Ладно, И о нельзя. полной независимости тоже нельзя говорить. Это очень такой вопрос неоднозначный. Вот. Общество, конечно, заинтересовано в независимой судебной власти, но вопросы к обществу, да, гражданское общество у нас не развито. Может быть, такими телепередачами мы его изменим немного в сторону большего независимости И ответственность. и ответственности. Но оно заинтересовано в независимой судебной власти. И опять же, судебная власть состоит из тех же людей, в конце концов. Значит, еще нам предстоит большой путь. Всем нам на пути к демократии. Остановись, я тебя прошу. Почему вот нам так холодно? Потому что у нас Ты вот меня в чем? Ну, затыкаешь рот. Это потому что у нас нет нефтяных и газовых месторождений в Мордовии. А вот Очень жаль. в Америке Трамп говорит, нужно бурить эти скважины. Вот как считаете, может начать все-таки в Мордовии искать эти нефтяные и газовые месторождения, чтобы нам всем было тепло от вот этих огня газовых, чтобы от денег, которые заполнятся, просто заполонится бюджет от этих газовых нефтяных доходов. Может начать искать Тогда нас месторождения точно углеводородов? Берсеневку заберут. Альтернативные Если мы источники начнем энергии искать. надо искать, а не нефть и газ. Тогда ветра Более вот такие должны быть экологически, холодные. чисто. Или солнце, у нас солнца мало. Я думаю, если бы что-то было, это бы Или уже давно мусор нашли. перерабатывать. Понимаешь, вот что, а нефть у нас искать любит. Так же, как и газ. Так что да, лучше заняться чем-то более реальным. Уважаемые телезрители, для вас мерзли и отвечали на важнейшие вопросы Современность. современности за март 2019 года Ирина Владимировна Абдрашитова, кандидат философских наук, и Виктор Владимирович Тетерин, кандидат исторических наук. Спасибо вам И большое. Ой, спасибо. Спасибо всем, кто нас смотрел.